Добрый день, уважаемый Акылбек Усанбекович. Мы буквально недавно с вами встречались в Ереване. И, конечно, есть потребность, мы договорились об этом, продолжать диалог по актуальным вопросам российско-киргизского сотрудничества, по всем проектам, которые есть и которые находятся в сфере интересов наших стран. Хотел бы вновь подтвердить, что Киргизия – стратегический партнер и союзник России, и наши отношения носят дружественный, братский характер. Россия – ключевой экономический партнер Киргизии. В январе-сентябре взаимный товарооборот наш увеличился почти на 38% и составил более 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Поддерживаем планы правительства Киргизии по совершенствованию бюджетного администрирования, включая повышение собираемости налоговых платежей, таможенных пошлин. Готовы расширять поддержку по таким направлениям, как цифровизация государственного управления, внедрение современных систем налогового и таможенного администрирования, применение систем маркировки и прослеживаемости движения товаров и услуг. В целом мы обсуждали с вами подробно наши двусторонние вопросы в Ереване и договорились, что буквально сразу же мы встретимся в таком расширенном составе, пройдемся по всей совместной повестке дня. И спасибо вам за это и за ваш быстрый ответ и быстрый визит. Спасибо большое, уважаемый Михаил Владимирович, что нашли возможность встретиться с нами. Абсолютно вы правы, мы только вчера встретились с вами в Ереване на полях Евразийского межправсовета. Сегодня мы уже встречаемся в Москве для более детального обсуждения актуальных вопросов нашей двусторонней повестки. Безусловно, это показатель динамики взаимодействия наших государств, которая основана на нашей общей богатой истории, культурном и духовном наследии, доставшихся от наших предков. Мы намерены и далее продолжать курс, направленный на преемственность в многоплановом векторе развития наших отношений. Хочу выразить признательность за принятие российской стороной решения с 1 декабря возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение между Кыргызстаном и Россией.